Почтовое отделение, школы и жилые дома. Ряд социальных объектов планируется открыть в Ингушетии. Об этом говорилось на совещании в Магасе. Мы стараемся, чтобы ребенок как можно раньше попал в окружение тепла и любви своей матери. Что в утробе, что в инкубаторе одинаково для хрупкого организма, в перинатальном центре практически каждый день спасают детские жизни. Я думаю, что деревья очень много приносят людям пользу, и их надо защищать. Больше зелени, они пустят корни в землю на Вридантовскую. В селе ведется масштабная посадка деревьев. Я танцевала танец, который называется «Небо». Мы изображали флаг России и флаг Ингушетии. День народного единства, праздник еще не наступил, но его уже отметили в Икажевской школе. Я ему сделал проход ноги, а он упал, а ему дали 2 балла. Путевка на чемпионат СКФО по дзюдо в Карабулаке прошел отбор спортсменов для участия в северокавказских состязаниях в Ставрополе. О самых заметных событиях из жизни региона расскажем я и мои коллеги. Это новости 24. Здравствуйте. Открытие в ноябре целого ряда социально значимых объектов стало одним из вопросов совещания у главы Ингушетии. В следующем месяце будут открыты почтовое отделение в селах Алиюрт и Галашки, 2 школы на 704 места каждая в Сыгапши и Назрань, жилые дома в Назране и Малгобеке. Также планируется сдача первой очереди паркового комплекса в столице. Кроме того, на совещании был затронут вопрос контроля за распределением и использованием земельного фонда. Так, по сообщению вице-премьера Магомеда Гогиева, по итогам проверки 16 земельных участков в районе Абигу, выделенных с нарушениями, только по 2 ситуациям остаются неопределенной. Глава Ингушетии поручил провести проверку работы землеустроительного отдела муниципального образования и разобраться с причинами сложившихся обстоятельств. В ходе заседания Евкуров дал ряд поручений, в том числе и по участию руководителей и сотрудников министерств и ведомств в этнографическом диктанте, который пройдет 3 ноября, а также по проверке создания очистных сооружений в Назране. Глава республики назначил Мадину Гойгову вице-премьером, руководителем аппарата правительства Ингушетии. Об этом Юнусбек Евкуров заявил на встрече с премьер-министром Русланом Гагиевым и уже бывшим руководителем аппарата кабинета министров Мухарбеком Дикажевым. Глава Ингушетии не раз отмечал колоссальную работоспособность Гойговой, компетентность и трудолюбие, несмотря на молодой возраст. А Мухарбек Дикажев продолжит педагогическую научную работу в Ингушском госуниверситете. Первый заместитель главы администрации Гойгова Мадина Исраиловна указом назначена на должность аппарата правительства. Мадина уже там поработала в должности вице-премьера долгое время, знает всю работу. Я думаю, что с учетом ее уже опыта работы, знаний, умения работать, ну и принципиального подхода своим профессиональным обязанностям, она, во-первых, продолжит то дело, которое делали до нее, руководитель аппарата, в том числе и Дикажев Мухарбек, ну и нарастить там потенциал. Одним из самых главных вопросов в любой аппаратной работе, еще раз подчеркиваю, не я придумал, законы физики, планирование и организация работы – это раз, и контроль. Круглосуточный контроль за деятельностью всех и вся. На это обращаю уже непосредственно ваше внимание. Конечно, мне всегда в вашей команде работать было уютно, комфортно. Я находил применение тем знаниям, умениям, которые у меня есть, и ранее были наработаны. И бесспорно, что в любое время, в тех силах, какие возможности у меня будут, я всегда буду рядом с вами, буду оказывать помощь. Ну и так, в принципе, знаете, что я
занимаюсь и научной преподавательской деятельностью параллельно. Думаю, продолжу в какой-то мере эту работу в университете, нашем государственном университете. Ну, а вот в другом плане, который вы приложения будут, я, конечно, в любое время можете на меня рассчитывать. Баркалович. Сегодня исполняется 9 лет с тех пор, как Юнусбек Евкуров вступил в должность главы Ингушетии. Это произошло в 2008 году. Тогда, по представлению президента страны, Народным собранием Ингушетии, Евкуров был наделен полномочиями руководителя субъекта. Материал Хавы Султыговой. Президент Ингушетии Евкуров – блестящий российский офицер и патриот России и своей малой родины Ингушетии. Генерал, герой России, не бросающий громких слов на публику, для многих оставался загадкой. Но ясно было одно – Юнусбеку Евкурову пришлось руководить республикой с непростым приданым. Террористическая активность, провал в экономике и социальной сфере. Эксперты гадали, за что же первым делом он возьмется и удастся ли Евкурову изменить ситуацию. С чего начинать? Денег на все нет, да, одновременно даже если деньги есть, одновременно все построить это практически нереально. Не хватит возможности, наверное, да. Вот. Но самое главное в этом деле деньги. Потому что раньше что построить? Школу, чтобы убрать трехсменку? Или завод? Вопрос. Сегодня республика занимает лидирующие позиции среди субъектов СКФО по многим показателям и входит в первую тройку по эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов России. И самое главное, в Ингушетии продолжают учиться, строить, реконструировать, внедрять новые проекты и запускать технологичные производства. Радовались маленькому учреждению там, социальной сферы, это будь то там, дом культуры или там кафешка какая-то была построена. Это было целое событие. Да, для республики это было целым событием. А сейчас у нас открываются крупнейшие объекты на Северном Кавказе. Вот это мы воспринимаем как обычное явление и так далее. Десятки ребят сегодня благодарны властям региона за шанс начать новую жизнь без убийств и кровопролития. Время взрывов и обстрелов позади. 3 мощных бомбы, одна из которых была готова к взрыву, обезврежена в Ингушетии. Теперь о крупной спецоперации силовиков в Ингушетии. Там уничтожены 2 особо опасных преступника. Серию терактов, как говорят силовики, удалось предотвратить в Ингушетии. Крупный арсенал оружия обнаружен в Ингушетии. В Ингушетии открылась одна из самых крупных в республике станций скорой помощи. В Назрани открылся самый крупный в Ингушетии дворец спорта. В Ингушетии ввели в эксплуатацию новые жилые дома. Первые пациенты и их родители уже принимают поздравления. В Ингушетии открылся перинатальный центр. После неоднократных визитов Юнусбека Евкурова в Москву и ответных посещений республики российскими чиновниками, в Ингушетии началась реализация федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия». Сегодня именно эта программа позволила республике выбраться из социальной ямы. Внимание центра сильное, это внимание, это настойчивость и такая продуманная на перспективу политика главы республики. Я далек от того, чтобы меня обвинили в том, что я где-то реверансы делаю. Нет, дело в том, что я не понаслышке знаю, насколько это бывает тяжело, насколько человек, выезжая в Москву, и сам вместе со своей командой, когда кого берет с собой, пробивает эти идеи. Иногда кажется, вот чувствуешь, что так пробивать и думаешь, не пробьется. Пробилась идея. То есть это и личные качества человека, который добиваться хочет всего, добиться, чтобы осталось это все в республике. Никто с собой он не унесет, никто, ни я, ни вы отсюда ничего не унесем. Цифры говорят за себя. Охват детей дошкольным образованием увеличился с 7 до 27%. Иными словами, если в республике численность дошкольных образовательных учреждений составляла 29 объектов, то к 2017 году мы подошли с показателем более 60 дошкольных образовательных учреждений. Говоря о школах, если в 2009 году в 96 школах республики обучение проводилось в режиме 2- и 3-сменного обучения, в настоящее время за счет строительства и реконструкции около 40 школ удалось создать более 18 тысяч новых ученических мест. Полностью ликвидировано обучение в 3-ю смену. Раньше я считала, что неважно, где ты учишься, старая или новая школа, но вот именно сегодня, придя в новую школу, это совсем другое ощущение. Кажется, что ты готов на все, готов сдать ЕГЭ на отлично, на высокие баллы.
Активно развивается промышленность. Как пример сравнения индекса промышленного производства за 2008 и 2015 годы. В 2016 году введены 2 промышленных объекта. Завод железобетонных изделий, комбинат детского питания. Запущены еще 3 крупных промышленных объекта. Швейное объединение «Ингушетия», технопарк «Сердало» и производство радиаторов отопления. А завод полимерных труб в Карабулаке и вовсе включен в план по импортозамещению. Это свидетельство отношений федерального центра, во-вторых, вашего руководителя Юзбека Маркевича к своей республике. Зеркало — это свет по-нашему, Пусть так называется. Красивое слово. Пусть так называется. Красиво, по-английски хорошо. Понятие «туризм» для Ингушетии вовсе было чуждо. Стоит ли рисковать жизнью ради горных красот? Именно так о республике говорили еще в 2008 и 2009 годах. Но это удалось преломить. Проведение массовых спортивных и культурных мероприятий, акций сделали свое дело. Сегодня турпоток в Ингушетию составляет 44 тысячи человек. Для сравнения, эта цифра в 2012 году была лишь 8 тысяч. Невозможно передать тех эмоций вообще. Вот я когда смотрю потом, нет, это нужно видеть, здесь нужно быть, этим нужно дышать, вот, вкушать. Шикарно. Первую платформу железнодорожного вокзала города Назрань прибыл железнодорожный круиз «Чайный экспресс». Приветствуем участников круиза «Чайного экспресса». Сегодня сложно посчитать, сколько раз за эти годы глава Ингушетии принимал участие в форумах молодежи, акциях, встречах, торжествах выпускников. Борьбу за умы молодежи Юнусбек Евкуров выиграл. Сегодня молодые люди стремятся реализовать себя в сфере творчества, спорта, культуры. И это очередной пример дальновидности генерала. Никто кроме нас! Никто кроме нас! Прошло 9 лет, и все сделанное за это время на благо людей заполнило еще одну страницу в истории ингушей. Хава Султыгова, Новости 24. Более 1000 новорожденных с момента открытия. Таков показатель перинатального центра. Не все дети родились без отклонений, но в этом медзаведении шансы на жизнь увеличиваются даже у тех, кто родился на несколько месяцев раньше. Для таких малышей утроба матери заменяет специальный аппарат, в котором они растут и набирают вес. В перинатальном центре проводится и более сложная операция. Материал Амины Боковой. 700 грамм. С таким крошечным весом Хава Цычоева появилась на свет. В то, что девочке удастся выжить, кажется, сначала никто и не верил. Но все же чудо произошло. Благодаря специальному уходу малышка за пару месяцев набрала массу тела. И теперь в свои полгода весит больше килограмма. А вот этим младенцам нет еще и месяца. Медики активно борются за их жизнь. Мадина Исмурзиева родилась на 3 месяца раньше запланированного срока. И сейчас весит всего 900 грамм. Выхаживают девочку, как и всех недоношенных детей, в специальном инкубаторе, условия в котором, благодаря подобранной температуре и влажности воздуха, точь-в-точь, как в утробе матери. Этот аппарат также позволяет малышке дышать. С массой тела, как у Мадины, шансы на выживание практически равны нулю, говорят врачи. Однако в условиях перинатального центра девочка не только выжила, но даже набирает вес. Сейчас мы стараемся, чтобы ребенок как можно раньше попал в окружение тепла и любви своей матери, несмотря на то, что он еще тяжелый, маловесный. Но если сегодня угрозы жизни ребеночку маленькому нет, то мы стараемся, чтобы мама принимала как можно большее участие в выхаживании своего ребенка. Мадина не единственный ребенок в перинатальном центре с экстремально низким весом. 33 новорожденных повторили судьбу девочки. Хайруллах Атигов родился с врожденным пороком передней брюшной стенки. 3-месячный мальчик уже пережил сложнейшую операцию. Дело в том, что кишечник у него располагается в брюшной полости снаружи, а не внутри, как у здоровых людей. Тут задача была какая? Не свести кишечник, где он должен быть, то есть в брюшной полости. Но иногда при погружении у нас бывает проблема именно то, что сдавливается диафрагма, то есть это часть пленки такая, которая разграничивает брюшную полость от плевральной полости. Если производится низведение и давит на эту диафрагму, тем самым прижимая легкие, тут нарушается газообмен и тем самым дыхательная недостаточность у нас развивается. Тут этого не было, получилось одноэтапно. То есть сейчас пока таких явных проблем у него по хирургии нет.
За маленькими пациентами присматривает целый штат квалифицированных специалистов. Сейчас в кабинете офтальмолога на приеме очередная малышка, чей вес чуть больше килограмма. Без лишней скромности можно сказать, что в перинатальном центре одно из лучших оборудований на территории всего СКФО. Ретинальную камеру уж точно не встретишь в соседних республиках. Аппарат позволяет на ранней стадии выявить ретинопатию недоношенных детей. Вот это у нас глазное дно ребеночка, уже с развитой ретинопатией. Она пока у нас первая степень, мы ее наблюдаем, есть несколько степеней. Это ретинопатия, если будет уже третья степень, а это у нас первая, то после третьей степени уже решается вопрос об оперативном лечении. До тех пор, пока ребенок не наберет вес, он находится в отделении патологии новорожденных. Однако большинство патологий у детей можно обнаружить еще задолго до их рождения. Специальное 3D-оборудование в центре позволяет выявить отклонения уже на 8-й неделе беременности. Ингушетия – один из лидеров по рождаемости в нашей стране. Только в прошлом году на свет появились более 7 тысяч малышей, а в перинатальном центре с момента открытия родилось более 1000 детей, в том числе с экстремально низкой массой тела, которые благодаря стараниям врачей день за днем идут на поправку. Амина Бокова, Магомед Урусханов, Новости 24. Здравоохранение России постепенно выходит на новый уровень развития. Медикам удалось в значительной мере снизить смертность пациентов от ряда заболеваний. Об этом заявила руководитель федерального Минздрава Вероника Скворцова. По сравнению с прошлым годом, за 9 месяцев 2017 этот показатель снизился на 2,3%. В частности, уменьшилось количество смертных исходов от пневмонии, туберкулеза, болезней органов дыхания, а также от внешних факторов. За этот период врачам удалось спасти почти 40 тысяч человек. Мы снизили смертность от сосудистых, прежде всего, заболеваний и от других заболеваний этой группы. Благодаря взаимодействию с ВОЗ и использованию единых технологий общественного здоровья в России снизились материнская и младенческая смертность, детская смертность. Мы сумели практически прекратить вертикальную передачу ВИЧ от матери к ребенку. Большая жертва во имя спасения людей. В следующем сюжете рассказывается история настоящего героя. Ахмед Таршхоев осенью 1992 года в попытке помочь своим соплеменникам, спасавшимся от вооруженных действий, остался без ног. Ахмед обморозил конечности, помогая землякам перебраться через реку Аса. В гостях у семьи Таршхоевых побывал спикер парламента Залимхан Ивлоев. Слово нашему корреспонденту. صار وقت استوديون خدت أسفل يلضاياش نخ عباش بحال الأمر إيش جاديون الأمر نخ بواوين يقدر شبته روسلانس تيجي وقت ديون نخ نوقص اللي يود روسيا أق ده ودت صاصعي تواتش أنا صواح وتعان تنسى أرد أنا. И таких, как Ахмед Таршхоев, желающих помочь беженцам в те сложные дни было немало. Он, не раздумывая, бросился помогать спасающимся землякам спускаться с гор, через которые лежал путь жителей пригородного района к равнине Ингушетии. Его история – еще одно подтверждение тому, что представителям ингушского народа не чуждо понятие единства, мужества и силы. 30 сантиметров тропинг баркс косовно амер. Цачелш метшки кезик ашер лораз низин жолш. Лаки орага ламш толдам линди тодука. Первый день аж 20 тысяч эсл бердш на хашник буатш. Атакади эс дуакаду аж. Бердш ади ахамет тигер. Allah gaz doğaş, işte de eti, işte kırtsında eti, işte lakit oğlu da diye doğaş nak, işte açık bağır var, bir kalnak, bakına. Труднее всего было переводить людей через бурную Асу. Те шаткие мостики, которые тянулись через реку, давно пришли в негодность и не внушали доверия. Но мысль, что людям необходима их помощь, заглушала все трудности для молодого человека, тогда еще 28-летнего. Старики, женщины и дети, для Ахмеда все они были своими, родными. Он многое помнит, а что-то за эти 25 лет и позабылось. Но история, как в те сложные дни, он спас жизнь двухлетней девочки, навсегда останется в памяти Ахмеда. Керт тамят, кугуш тамят, санг бердикс. Шибушлат, ашки латик, як казик. Бушлат тикли да колаз, ло хаки дион айкылты як. Бушлат тикли да колаз, та сахлизер. Сахал миялинга та цыр да туказ, цан ора ло хакас. Ло хика, ихира короче.
توهين تحوجن سينيورز سوق حقا عشان زيك استيرا معايا سينيورز هي تساعد تويتن تصدق كوغش ديون واجن ديون ما بيالر يجي تو ديالر سن زيريك استروجي ديون سير ديالر сан ретерсон зенцин сайкаруш. В гостях у Ахмеда сегодня председатель парламента. Зелимхан Евлоев поблагодарил его за беспримерный подвиг и помощь беженцам, когда просто не задумываясь о своем здоровье бросился помогать землякам. Спикер парламента отметил, что осень 92 года стала для Ингушетии не только временем горьких невосполнимых утрат, но и проверкой единства и готовности взаимовыручки мужественного народа, умение сплотиться перед лицом общей беды. Ахмед и подобные ему встретили своих братьев, сестер в Асинском ущелье и спасали их. Если бы не было таких у нас парней, людей, то жертв, наверное, было бы и больше. За проявленное мужество и героизм спикер вручил Ахмеду благодарность от депутатского корпуса. Герой, иначе Ахмеда не назовешь. В результате переохлаждения, полученного во время переправ через Ассу, у него развился атеросклероз нижних конечностей. В 2004 году ему ампутировали левую ногу, а еще через 4 года и правую. Но о своем выборе за все эти годы не пожалел ни разу, потому что важнее всего было помочь своим землякам. حقيقة دينهم جوادهم وينهم بيعوندق فنا عدوسية جواش بحمهلر. Человек сильный духом, Ахмед не считает себя инвалидом или в чем-то ограниченным. Он не жалуется на судьбу. Правда, у него есть мечта – вновь встретиться с той девочкой, которую чудом удалось спасти. Ахмед надеется, что через телевидение она услышит эту просьбу. Светлана Томова, Майрбек Миржоев. Новости 24. Судебные приставы получили право задерживать лиц, уклоняющихся от уплаты алиментов. Указ, вносящий соответствующие поправки в Кодекс России об административных нарушениях, подписал президент Владимир Путин. Также приставы теперь смогут задерживать и доставлять для составления протокола совершеннолетних трудоспособных детей, которые не оплачивают содержание своих нетрудоспособных родителей. Законопроект уже вступил в силу. Число деревьев в Новом Риданте в скором времени пополнится на сотни саженцев. В селе проходит акция «Подрост». Инициатор – Комитет лесного хозяйства. В общей сложности планируется посадить 500 деревьев. В масштабной посадке насаждений участвуют и молодые люди, среди которых ученики одной из местных школ. Репортаж Даны Плиевой. Это не первое дерево, которое сажает Луиза Заурова. Школьница вовсе не согласна, что это чисто мужская работа. Такой труд ей, как ее одноклассница Хадижа, только в радость. Девочки еще с детства очень любят ухаживать за деревьями. У каждой в саду грушевые, вишневые, яблоневые. Пользу и любовь к деревьям им прививали как дома, так и в школе. Посадила я дерево у бабушки. Я посадила персиковое дерево. Она очень любовалась и говорила: молодец, хорошие слова, и похвалила меня. Я думаю, что деревья очень много приносят людям пользу, и их надо защищать, и сажать много деревьев. Благоустройство проводится в рамках акции «Подрост» по инициативе Комитета лесного хозяйства совместно с администрацией села. Во дворе школы собираются посадить около 100 саженцев. Деревья будут сажать в нескольких районах села, и их сорта выбраны тоже не случайно. Мы планируем посадить в сельском поселении где-то 500 деревьев. Они породы дуб, клен и липа. Липа мы знаем, что это медоносное растение, а дуб и клен – это очень красивые деревья. К таким полезным акциям в школе не привыкать.
С начала 2017-го здесь провели различные мероприятия, приуроченные к Году экологии. В их число входит и всероссийский фестиваль «Сделай вместе», где был проведен большой фронт работ. Мы очищали Алханчурский канал, который протекает по территории села, сажали деревья, участвовали в конкурсах, заняли много призовых мест. Помогает работе руководитель Центра защиты леса Хасан Хазуев. До конца этого года в республике планируется несколько мероприятий по уборке территории парков на Назрани. Эта акция не только прививает любовь детей к зеленым насаждениям. Сажая вот такие вот деревца, маленькие саженцы, инженеры, работники лесного хозяйства рассказывают детям, какая польза от деревьев, какая польза от леса, почему нужно выращивать лес. И вот расширяется кругозор. Акция продлится еще один день. Кроме этой, деревья собираются высадить еще и в 24-й школе, а также рядом с мечетью. В скором времени у школьников появится своя аллея. Дана Плиева, Рамзан Мержоев, Новости 24. Очередной рейд по хлебобулочным изделиям провел региональный Роспотребнадзор. На этот раз комиссия посетила пекарни и магазины в Назрани. При проверке акцент был сделан на условия производства и реализации продукции. Владельцам торговых точек разъяснили, какие требования предъявляются к процессу производства хлебобулочных изделий. Напомню, это не первое мероприятие, которое провели сотрудники Роспотребнадзора. Обнаружены нарушения на 30 объектах, реализующих кондитерскую и хлебобулочные изделия в Ингушетии. В ходе контрольно-надзорных мероприятий исследовано более 107 образцовых таких изделий. Выявлено нарушение отсутствующей маркировки сроков и условий хранения. В отношении индивидуальных предпринимателей составлено 24 протокола. Должностных лиц 6 протоколов об административном нарушении. Сумма наложенных штрафов составила больше 100 тысяч рублей. Если производство хлеба происходит в неупакованном виде и реализация тоже идет, если в неупакованном виде, то в зале торговом должен быть установлен информационный лист с указанием даты и времени изготовления хлеба или хлебобулочных изделий, данные о производителе, ну и, конечно, цена товара. Хранение хлеба в процессе реализации производится вот на таких деревянных поддонах, которые обрабатываются ежедневно 1% раствором уксуса для профилактики картофельной болезни. Вот это обязательное правило. И раз в неделю обрабатываются под теплой проточной водой с применением моющихся средств. Если все-таки происходит при покупке, покупатель обнаружил какую-то картофельную болезнь, то необходимо, конечно, сообщить об этом в управление Роспотребнадзора. Число аварийных ситуаций на перекрестках дорог отныне должно сократиться. Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому меняются правила проезда перекрестков с круговым движением. Теперь приоритет получает тот, кто движется по самому кругу, а въезжающим в него придется уступить дорогу. Такая практика существует практически во всех европейских странах и уже доказала свою эффективность, подчеркнул премьер-министр. Правила будут едиными для всех регионов. Соглашение о сотрудничестве в области повышения финансовой грамотности населения подписано между региональными Минобрами и отделением Центробанка по Ингушетии. Для этого будет разработана обширная образовательная программа. Обучающие семинары и открытые уроки пройдут в школах, СУЗах и вузах республики. Причем слушателями на таких лекциях станут не только студенты и школьники, но и сами педагоги. Программа также рассчитана на выявление одаренных детей и молодежи, которым будут помогать с поступлением в престижные вузы страны. Мы будем оказывать содействие взаимное по продвижению финансовых продуктов, обучению финансовой грамотности образовательных учреждений и продвижению этих финансовых продуктов среди населения республики. В рамках этого соглашения будут организовываться разные мероприятия по выявлению талантливых детей и молодежи, а также продвижение олимпиад и иных мероприятий, организация круглых столов, встреч, каких-то диспутов, дискуссий. Мы будем расширять те позиции, которые мы установили в этом соглашении. Это будет расширять сферу, то есть финансовую грамотность не только наших учащихся, педагогов, в том числе мы будем привлекать и общественность, и родителей.
4 ноября в России отметят День народного единства. Такая традиция сложилась в 2005 году. Тогда и появилась эта дата на календаре. В многонациональной России праздник проходит бурно. Представители различных народов любят отмечать его вместе. В Икажевской школе не стали дожидаться 4 ноября и заблаговременно провели тематическую акцию. Об этом Мадина Пугоева. 7-летняя Мавджуда Турсуналиева вместе с семьей переехала в республику совсем недавно. Привыкнуть к новой жизни вдали от родины она еще не успела, ровно как и завести новых друзей и подружиться с ребятами. Первоклашка уже начала учить ингушский язык, а ее одноклассницы, в свою очередь, стараются сделать все, чтобы она чувствовала себя комфортно. У тебя есть здесь друзья в школе? Да. Назови их имена. Как их зовут? Зухра, София, Раяна. Теперь скажи, Мавджуда, тебе нравится в этой школе? Да. Каждому ребенку у преподавателей индивидуальный подход, а к Мавджуде Турсуналиевой и вовсе нескрываемый интерес. Необычная натура и характер девочки требуют к ней особого внимания. Чтобы Мавджуда смогла проявить себя и, возможно, найти в себе скрытый талант, учителя советуются с ее родителями. Сперва чуть-чуть она, как сказать, она по городу скучала, но потом она уже здесь нравится ему. Если много человек будет, она стесняется. Если никто не будет, своим братишкам он очень хорошо играет. Во двор играет. Если дети не будет, она сразу выйдет во двор играет. Впрочем, взаимопомощи, поддержки и толерантности здесь учат еще в начальных классах. Детям во время классного часа рассказывают, как вести себя с представителями других народов, с раннего возраста прививая мысль о том, что люди не делятся на нации и религии. Какой бы религии они ни принадлежали, они должны жить в согласии, в дружбе. Должна быть такие вот качества человека, как взаимовыручка, взаимопомощь, трудную минуту. О дружбе народов школьникам рассказывают и на мероприятии, приуроченном к празднованию Дня народного единства. Дети при помощи старших организовали небольшое представление и показали собравшимся культуру различных народов страны. Яркие танцевальные костюмы, заводная музыка и хорошее настроение. Дети такому времяпрепровождению только рады. И хотя на первый взгляд этот танец кажется незамысловатым, каждое движение в нем играет особую роль и приобретает особый смысл. Я танцевала танец, который называется «Небо». Мы изображали флаг России и флаг Ингушетии. Этот танец говорит, что Ингушетия вошла в состав России, что мы едины. И это еще один полезный урок для учащихся. Культура, быт и особенности народов страны, взаимоуважение и поддержка. Вот чему их учат на таких занятиях. Мадина Пугоева, Сурхун Кусиев, Новости 24. Ловкость рук. В Малгобекском районе возбуждено уголовное дело по статье мошенничества в отношении жительницы Кабардино-Балкарии Любовь Немцуровой. В одном из продуктовых магазинов в селе Сагапши она несколько раз обманула доверчивую продавщицу и присвоила себе денежные средства. Сделав вид, будто расплатилась за товар крупными купюрами, мошенница получила сдачу. Свою аферу ей удалось провернуть еще не раз. Владелец магазина понес ущерб на сумму 12 тысяч рублей. 26 октября 2017 года Следственным отделом МВД России Малгобекской возбуждено уголовное дело в отношении гражданки Немцуровой, 1990 года рождения, проживающей в Кабардино-Балкарской республике, город Прохладный, по признакам преступления, предусмотренной частью 2 статьи 159 УПК РФ. Гражданка Немцурова 26 октября 2017 года была задержана в порядке статьи 91 УПК РФ. При избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Малгобекским городским судом избрана мера пресечения подписка о невыезде. Кроме этого, проверяется причастность Немцурова к иным преступлениям аналогичного характера на территории Республики Ингушетия. В Конституционном суде республики рассматривалось дело по обращению Хадижат Калиматовой. Преподаватель Назрановского аграрного техникума пожаловалась на нарушение ее конституционных прав. Положение об отраслевой системе оплаты труда работников образовательной сферы республики. Этот документ был принят региональным правительством в 2014 году. Согласно ему, работникам начисляются определенные надбавки к зарплате за наличие учебных степеней и почетных званий. Только в их число не входит звание «Заслуженный работник сельского хозяйства», которое присудили Хадижат Калиматовой. И, соответственно, никаких надбавок она не получает. Заявительница просит разобраться в этом вопросе и пересмотреть положение. Работники образовательных учреждений, имеющие различные
почетные звания государственной награды поставлены в неравное положение, потому что в указанных нормах постановления сформулирован конкретный перечень почетных званий, при наличии которых работникам выплачиваются надбавки к окладу. А лицам, которые имеют иные почетные звания, то даже если они соответствуют профилю образовательной организации и специфике выполняемой трудовой функции, такие выплаты не производятся. И исходя из правовых позиций, которые сформулированы Конституционным судом Российской Федерации и Конституционным судом Республики Ингушетия, вот такого рода нормы они признаются неопределенными и неясными, и по мнению Конституционного суда Республики Ингушетия такого рода нормы могут привести к их произвольному правоприменению. С учетом изложенного Конституционный суд предписал правительству внести соответствующие изменения в данное постановление. Бесконтрольного выпаса не будет. Власти республики намерены перенять опыт борьбы с бродячими животными у коллег из Карачаева-Черкесии. Первые шаги в этом направлении уже сделаны. В некоторых населенных пунктах начали создавать загоны. Пункты временного содержания безнадзорных животных. Кроме того, в селах будут проводиться рейды. Владельцам животных придется выплачивать штрафы. Такие меры вынужденные, и проблема действительно актуальная. Об этом свидетельствует уже несколько случаев ДТП. В результате наезда на животных 2 человека погибли. Научно-исследовательский институт имени Чаха Ахриева выпустил книгу «Нарский эпос Ингуши». Это совместный труд научных деятелей Нурдина Кадзоева и Магомеда Матива. В издание включены тексты на ингушском языке, 149 ингушских сказаний о нартах, которые сопровождаются комментариями, предисловием и переводом на русский язык. Книга предназначена для ученых, аспирантов, студентов и всех, кто интересуется ингушским фольклором. Ее тираж 500 экземпляров. Здесь в нартских сказаниях прослеживается история ингушского народа с самых древних времен. Есть тут частицы истории от палеолита до средневековья, потому что образы тех же нартов, сельскосолса, они проходят в разные периоды, и сведения о каких-то периодах истории остаются в этих сказаниях. Просто специалисту нужно все это рассматривать внимательно, сказания, и выискивать вот такие реальные знания о тех эпохах, через которые вот я поспрашивал. Дошедшие до нас тексты ингушских нартских сказаний собирались видными просветителями Чахом Ахриевым, Магомедом Джабагиевым, а также учеными, изучавшими наш край. Многие сюжеты ингушского нартского эпоса сохранились благодаря кропотливому труду писателей, ученых Адашлуко Мальсагова, Ибрагима Дахкильгова, Хамзата Асмеева. Книга состоит из 500 страниц. В скором времени она поступит в продажу в книжные магазины республики. Это очень нужная работа для нашей, вообще для ингушеведения, для нартоведения, для нашей истории, потому что впервые нартский эпос, как положено, издан отдельным изданием. 3 года мы готовили его к изданию. Это нам нужно было проверить, потому что были разные издания, и иногда вот эти публикации в разное время, иногда там что-то публикации их меняли. Поэтому нам нужно было найти первые публикации, первые вот конкретно каждого сказания, самые первые публикации, и сверить, выправить так, как оно впервые так звучало. В Фоке Карабулака прошли сборы спортсменов из Ингушетии и соседних регионов. Отбирали участников чемпионата СКФО по дзюдо. Он пройдет в Ставрополе. Материал Заремы Евлоевой. В физкультурно-оздоровительном комплексе города Карабулак сегодня многолюдно. В зале проходит очередной отборочный тур по дзюдо, на который съехались ингушские спортсмены, представители Чеченской республики и Северной Осетии. Эта встреча выявит молодых и перспективных спортсменов, которые станут участниками чемпионата СКФО. Возрастная категория 13-14 лет. Ибрагим Арсаибов приехал из Грозного. В Ингушетии спортсмен выступает не впервые. Не так давно он приезжал на соревнования по дзюдо. Такие сборы в разных субъектах страны – бесценный опыт для ребят. Я тут уже 2-й раз должен поехать на международный турнир по самбо. А за каждым выходом внимательно наблюдают судьи. Перед каждой схваткой дзюдоистам напоминают о правилах нахождения на ковре. Друг другу объясняем и детям объясняем правила поведения, как выходить на ковер, как нужно поклониться, руку дать перед
окончанием схватки также надо поприветствовать своего напарника. Победил он или проиграл, неважно. Для Муслима Султыгова, который выступает в весовой категории до 30 килограмм, этот отборочный тур стал путевкой на чемпионат СКФО по дзюдо и самбо. Ведь на недавнем чемпионате, проходившем в Астрахани, Муслим занял 2-е место. Теперь дзюдоист настроен на золото. Первый схватке со мной боролся калмык. И я проиграл в финале. Я ему сделал проход ноги, а он упал, а ему дали 2 балла. И мне сказали, он выиграл. Активно отслеживает все спортивные мероприятия в своем городе и мэр Карабулака, по убеждению которого пропаганда спорта среди молодежи – одна из основных задач современного общества. Человек, который занимается спортом, он самодисциплинированный, он всегда стремится к победе. Вырабатывается личность, воспитывается в человеке. Ваха Чапаев приехал из Чеченской республики. Для заслуженного тренера России открытый ковер – это возможность укрепления дружеских отношений между республиками. У нас это уже становится традицией. 2-й раз мы приехали, осетины 3-й раз приехали. Так что мы бываем в гостях и в Осетии. Ингуши 12 числа из Ингушетии спортсмены приедут к нам. Будем набираться опыта, бороться, дружить. Самое главное, наши дружественные связи укрепляются. Уже в ноябре наши спортсмены отправятся на первенство СКФО по самбо и дзюдо среди юношей, который пройдет в городе Ставрополе. Зарема Евлоева, Хава Евлоева, Магомед Дидигов. Новости 24. Человекоподобный робот София получила подданство в Саудовской Аравии. Это первый в мире случай выдачи гражданства роботу. Такое решение может вызвать недовольство среди граждан страны. По религиозным канонам Саудовской Аравии запрещено наделять предметы человеческими образами. К тому же в королевстве существуют жесткие правила, которые не позволяют давать подданство иностранным рабочим. Робот София умеет изображать более 60 эмоций. В ее глазах размещены специальные камеры, встроенные для установки зрительного контакта с собеседником. Ранее в интервью София заявила, что планирует захватить мир. Но свои слова робот взяла обратно, добавив, что это всего лишь шутка. Шутка, от которой мурашки по коже. Не шутите так, а смотрите новости 24 на канале Ингушетия. Все.